Доброе пятничное утро. В эфире программа «Утро Якутии». Катерина Винокурова, Руслан Ачиров. Всю эту неделю просыпаемся вместе с вами. И сегодняшний день не исключение. На календаре 18 марта. Для многих последний рабочий день, поэтому повод лишний раз улыбнуться. Сегодня мы, впрочем, как и всегда, подготовили для вас много интересного, полезного и познавательного. А то, что заставит вас улыбнуться обязательно. Ну и, конечно, задаст зарядом бодрости на весь день. Да, сегодня наш первый гость, например, в студии затронет очень актуальную тему – кредитные каникулы. Что это такое, кому они положены, куда, как и в течение какого срока можно обратиться за кредитными каникулами. Так что обязательно оставайтесь с нами, ни в коем случае не переключайтесь. Между тем, начинается сезон строительства, но, оказывается, не каждый земельный участок предназначен для строительства дома. О всех нюансах поговорим также с нашим гостем, со специалистом центра «Мои документы». Если у вас есть вопросы, можете уже сейчас отправить их нам. Ну а также сегодня мы с вами отправимся в Алданский район и научимся кататься вместе с нашей коллегой на беговых и горных лыжах. Конечно, по традиции ждут вас наши постоянные рубрики, ну а на десерт готовим для вас вкусный рецепт. Будьте с нами, хорошего вам настроения. Да, ну и, конечно, не забывайте про наш WhatsApp и Telegram номер 8 914 273 44 88. Туда вы можете отправлять поздравления, пожелания, а также вопросы нашим гостям. Ну а начнем мы по традиции с погоды за окном. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 23-36 градусов мороза. В заречной группе от 10 до 23, в южных 20-24 градуса. В Вилюйской группе 31-36, в Нижнеленских 30-32 градуса мороза, в западных 23-28. В Колыменде-Гирской группе от 27 до 35, в Янских 31-39, на северо-западе 20-25 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 21 градус, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 12-14 градусов со знаком минус. Я думаю, что сейчас я напою одну песню, ты сразу угадаешь, откуда она. Мальчишки и девчонки. Пара-пара-пап-пап. А также их родители, да. Я думаю, что все, кто особенно родился в СССР, думаю, все знают этот киножурнал «Ералаш». Это по-настоящему... Да, с первых нот, я думаю, все собирались у экранов, причем как дети, так и взрослые. Да, ну а почему мы о нем вспомнили? Дело в том, что сегодня, в этот день, родился автор, основатель Борис Грачевский. Это советский, российский сценарист и кинорежиссер. Ну а какие даты и события также произошли в этот день, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 18 марта. Сегодня отмечают День воссоединения Крыма с Россией, Всемирный день сна. По народному календарю сегодня Конан Огородник. В этот день было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. Существовали и особые приметы на погоду. Считалось, что если на Конана стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться. С этого дня утренники, весенние морозы, что случаются до восхода солнца, становились все легче. По народному поверью, после Конана их всегда бывает 40. Этот день в истории. В 1662 году в этот день в Париже начала действовать первая служба общественного транспорта. Это была 8-местная карета, претенциозно названная «Амнибус», что означало «для всех». В 1871 году, 18 марта, во Франции провозглашена Парижская коммуна. В этот же день, 57 лет назад, в 1965 году, двухместный космический корабль «Восход-2» вышел на орбиту Земли, имея задание провести новый эксперимент – выход человека в открытое космическое пространство. Эта миссия была важной вехой советской лунной программы. За выходом в открытый космос следила вся страна.
А 18 марта 1980 года на испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области произошла катастрофа, приведшая к многочисленным человеческим жертвам. При подготовке к запуску ракеты-носителя «Восток-2М» на пусковой установке произошел взрыв. 18 марта 2014 года Крым вошел в состав России. Учитывая волеизъявление народа Крыма, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании в качестве суверенного и независимого государства Республики Крым. А на следующий день был подписан договор. Он вступил в силу 21 марта с даты его ратификации Федеральным собранием. В этот день родились Мари Мадлен де Лафайет, французская писательница, Николай Римский-Корсаков, русский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель, Рудольф Дизель, немецкий инженер, изобретатель, создатель дизельного двигателя, Николай Бердяев, русский религиозный философ, публицист, Борис Грачевский, советский российский кинорежиссер и сценарист, Люк Бессон, французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель, Алексей Ягудин, российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России. Именины сегодня у Андриана, Георгия, Давида, Ивана, Ираиды, Кирилла, Константина, Марка, Николая и Федора. Ну, как было отмечено, сегодня во всем мире отмечается День сна. В среднем около трети своей жизни человек проводит во сне. Это одна из важнейших потребностей организма. И неудивительно, что появился Всемирный день сна. По данным ВОЗ, взрослому человеку необходимо спать от 6 до 8 часов в сутки. Об опасности нехватки сна неоднократно говорилось. Она существенно влияет на качество жизни, настроение, работоспособность, самочувствие, ускоряет процесс старения. Также хроническое недосыпание негативно действует на мозг. Сутки без сна приводят к появлению в головном мозге химических процессов, ведущих к нарушению психики. Кстати, вот интересные факты о сне, вот сомнология, да, наука, занимающаяся исследованием, диагностикой и лечением нарушений сна. Вот, например, во время сна Август Кекуле открыл формулу бензола, а Менделеев, как мы знаем, во сне также открыл периодическую систему химических элементов. Ну а известному Полу Маккартни, участнику группы Beatles, утверждают, что впервые он услышал мелодию, ставшую впоследствии хитом, именно во сне. Это песня «Yesterday». Сновидения занимают только 15-20% от общего времени, проведенного во сне. Примерно через 1,5 часа после засыпания человек начинает видеть сны. Ну а также любимая поза, да, для сна может рассказать многое о вашей личности. Вот замечали ли вы за собой, в каком положении вы чаще всего засыпаете? На боку, например, на спине, на животе или раскинув руки и ноги. Оказывается, поза, в которой вы привыкли чаще всего спать, может рассказать много интересного о вас. Да, вот мы предлагаем вам внимательно посмотреть на картинку и выбрать номер вашей позы, в которой вы любите спать. Выбирайте вариант ответа, и в конце эфира мы зачитаем вам расшифровку. Вдруг, да, кто-то узнает о себе что-то новое. А вот ты в какой позе любишь спать, Руслан? Так, ну, я обычно люблю спать на животе. Вот, ну, для меня это более самая такая комфортная, вроде бы, поза сна. Я на боку люблю. Вот интересно, кстати, человек в какие-то определенные периоды своей жизни, я, допустим, меняю свою позу. В один период я сплю там на животе, потом спустя какое-то время. Интересно, это как-то отражается? Может быть, я тоже характерно как-то меняюсь? Я вот, кстати, даже не задумывался, но я вот вспоминаю, что со школьных времен, по-моему, все время так и сплю на животе. Очень интересно будет узнать, что означает это в конце нашей передачи, поэтому оставайтесь с нами. Но вообще, конечно, то, что сейчас происходит, вообще, мне кажется, с начала самой пандемии нам даже, наверное, и не снилось. Но мы можем дать вам совет, как облегчить жизни тех, у кого есть кредитные обязательства перед банками. Мы знаем, что введенные против России санкции сильно повлияли на бизнес и финансовую систему страны. Многим странам стало трудно гасить кредиты, поэтому Госдума приняла закон, по которому заемщики снова, как и во время пандемии, могут уйти на кредитные каникулы. Вот кому и по каким кредитам положена отсрочка, расскажет наш гость, заместитель управляющего отделения Национальным банком по Республике Саха-Якутия Дальневосточного банка России Андрей Гриднев. Андрей Анатольевич, доброе
доброе утро. Доброе утро. Да, Доброе смотрите, нам сегодня не до сна уже. Да? Нам не до сна, да. Действительно. Давайте для начала ознакомим телезрителей, что такое кредитные каникулы. Кредитные каникулы – это такой механизм, который помогает нашим гражданам в случае, если они попали в трудную жизненную ситуацию, как с финансами стало у них туговато. И они дают возможность временно приостановить платежи по займам и кредитам на определенный срок. Кому они положены? Положены всем гражданам, но при одном условии. Если их доход в месяце перед подачей заявления на кредитные каникулы уменьшился более чем на 30%. Вот. Для того, чтобы понять, подпадаете ли вы под эту категорию, необходимо взять свой доход, допустим, за март месяц этого года, сравнить его с доходом за март месяц прошлого года. Вот. И если вы видите падение свыше чем 30%, то смело можете обращаться в банк за использование этого механизма. Но необходимо обязательно представить документы, которые подтверждают вот это вот падение дохода. Да, это может быть справка об увольнении, очевидно, да, если человек уволен, у него уже нет таких возможностей финансовых. Может быть, это справка с центра занятости о постановке, да, на учет как безработного, либо справка о том, что вы временно отстранены от работы. Это касается тех предприятий, которые, можно сказать, попали под санкции, либо ушли с рынка, да, и сотрудники временно, значит, остаются без работы. Что касается предпринимателей, то здесь ситуация несколько иная. Значит, оформление кредитных каникул, оно никак не зависит от динамики доходов. Здесь единственное условие, чтобы предприятие или индивидуальный предприниматель работал в тех отраслях, которые действительно были сильно затронуты санкциями. Такой перечень уже правительством утвержден, он в открытом доступе, туда вошли предприятия розничной торговли, медицины, IT-сферы, это и разные производственные предприятия, которые производят товары народного потребления. Но это перечень открытый, перечислять, я думаю, что сейчас смысла нет нам здесь. Андрей Анатольевич, мы с вами продолжим наше общение обязательно после небольшого перерыва. Напомню, что мы говорим сегодня о кредитных каникулах, кому они доступны, как их оформить. Напомню, что номер телефона, по которому вы можете задавать свои вопросы, вы видите на своих экранах. Да, предлагаем прямо сейчас, во время небольшой паузы, отправить ваши вопросы. Да, у вас есть такая возможность возможности написать нам прямо сейчас. Коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Продолжается мониторинг цен на основные продовольственные товары. Работают тарифные агенты Государственного комитета по ценовой политике. С перечнем социально значимых продовольственных товаров и размерами предельных оптовых и розничных надбавок к ним по районам и городским округам можно ознакомиться на сайте Госкомцен. Если цены выше тех, что указаны в списке, обращайтесь на горячую линию Госкомцен. Глава республики поручил поддерживать наличие в регионе необходимых лекарственных препаратов. Правительству поручено обеспечить медицинские организации, больницы и поликлиники региона запасом лекарств. Между тем, в столичных муниципальных аптеках в ближайшее время не планируется повышение цен. Но из-за искусственного ажиотажа некоторые горожане начали раскупать жизненно необходимые препараты. Хронические больные волнуются, конечно, и поэтому покупают лекарства впрок. И это создает искусственный ажиотаж. По каким, допустим, препаратам таким известным? Ну, сейчас вот L-тироксин, это Эутирокс, лекарство для заболевания щитовидной железы. Сколько, допустим, насколько впрок берут? Очень много берут или как? Ну, от человека зависит. Иногда покупают там прям впрок. Ты даже не можешь понять, на сколько года он берет. Но все равно мы стараемся контролировать это, чтобы не было такого дефицита. Участники молодежного фестиваля «Мусустар» смогут проявить себя в 19 треках. 3 из них направлены на развитие культуры и искусства.
Так, в рамках трека «Музыка Якутии» проведут вокальный конкурс. Участники должны исполнить патриотические песни. Также жюри оценит выступления хомусистов. В прошлом году мероприятие прошло под названием «Весенние ритмы», а в этом году любители варганной музыки соберутся на конкурс «Хамус Вижн». В настоящее время 44 человека изъявили желание участвовать в престижном конкурсе. Также в этом году впервые будет организован трек «Танцевальный квартал». Новое направление «Танцевальный квартал». В прошлом году его не было. Организуется конкурс танцевальных коллективов «Созвездие танца». Очень большая активность, более 150 заявок из очень многих улусов и районов и городов нашей республики. По положению допускаются участники разных, абсолютно любого стиля танцевального жанра. Победителей мы увидим на заключительном концерте, который состоится 26 марта на основной сцене комплекса «Триумф». Там выступят также победители и «Солустар», и «Хамус Вижн», и «Танцевального квартала». Доброе утро, друзья. Мы продолжаем. У нас в гостях Андрей Гриднев, заместитель управляющего отделением Национальным банком по Республике Саха-Якутия. И мы говорим о кредитных каникулах. Андрей Анатольевич, вот такой вопрос. Вот куда и как и в течение какого срока можно обратиться за кредитными каникулами? За получением возможности взять кредитные каникулы необходимо обратиться в свой банк, там, где вы оформляли кредит или займ. Сделать это можно до 30 сентября 2022 года. Конечно, правительство оставило за собой право этот срок продлить, но пока до 30 сентября. А по всем ли кредитам можно, получить каникулы? Да, по всем. По всем кредитам, займам здесь ограничений нет. Только единственное, они должны быть получены до 1 марта 2022 года. Но мы знаем, что многие во время пандемии воспользовались как раз-таки кредитными каникулами в этом случае. Да, что и как? Это не повлияет никак. Единственное, что основание для получения кредитных каникул уже будет другое. Как вы понимаете, это будут санкции. А есть ли какие-то, допустим, ограничения по сумме заемных средств? Да, некий порог правительством уже установлен. Для граждан, для физических лиц это 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей 350 тысяч. По автокредитам предельная сумма 700 тысяч рублей, по кредитным картам 100 тысяч рублей. И относительно дальневосточной ипотеки, это касается нашего дальневосточного региона, если у вас ипотека и вы затрудняетесь оплачивать взносы, то там до 4 миллионов рублей. Кстати, вы отметили, это разделение, а есть какие-то условия разные для индивидуального предпринимателя или для физлица? Получается как? По индивидуальному предпринимателю, кстати, отмечу, что для предпринимателей этих предельных лимитов нет. Единственное основание, о котором я уже говорил, это нахождение в списке отраслей, которые особо пострадали от санкций. А что касается индивидуальных предпринимателей, то они имеют возможность сделать выбор. Воспользоваться кредитными каникулами как физлицо, то есть с учетом предельной суммы, или воспользоваться как юридическое лицо, грубо говоря. Хотя они без оформления, но они могут выбрать такой путь, если, конечно, они работают в той отрасли, которая попала под ограничение. Отрасль из перечня. На какой период предоставляются кредитные каникулы? Сейчас это 6 месяцев. До 6 месяцев. И если в течение 2-3 месяцев у человека финансовое состояние более-менее стабилизировалось, то можно выйти в любой момент из кредитных каникул, предварительно уведомив банк. Это очень просто. Позвонить и сказать. Все. Вообще кредитные каникулы, они немного удлиняют, срок выплаты кредита. А проценты начисляются? Да, там получается, что по займам физическим лицам, то есть по потребительским кредитам, банк начисляет где-то 2/3 ставки. Если это ипотека, то там продолжается начисление процентов, как будто бы клиент платит. То есть только единственное, что как раз на этот срок, на период действия кредитных каникул, соответственно, автоматически продляется действие договора по времени. Но для заемщика это будет все равно легче. По предпринимателям ситуация аналогичная. Единственное, что там в соответствии с условиями кредитного договора будут начисляться проценты. И опять же срок будет удлинен.
на более долгий, чтобы финансовая нагрузка была немножечко так вот распределена по времени. А что вот необходимо, чтобы оформить? То есть я прихожу в банк, и вот с этого же дня мне оформляют кредитные каникулы. Вот сколько, есть какое-то определенное время ожидания? Да, ну, я полагаю, что это уже необходимо непосредственно исследовать, придя уже непосредственно в банк. Но по большому счету это, конечно, будет не так долго. Вот, но пока еще вот, кредитные каникулы, я не знаю, кто оформлял, не оформлял, статистики пока такой нету. Но думаю, что этот инструмент будет очень сильно востребован. А если, например, есть по кредиту, есть уже имеется просрочка, да, то что будет с ней после получения кредитных каникул? Да, отмечу, что если любые штрафные санкции, пени, какие-то штрафные санкции в отношении займов на период кредитных каникул, они не будут осуществляться, да, но если у вас до 1 марта уже были какие-то штрафные санкции, да, то они будут заморожены. И после окончания периода кредитных каникул вы все равно обязаны будете, конечно, их погасить. Да. Может ли кредитор продать, например, квартиру или машину, которая находится у него в залоге? Нет, такого права у него однозначно нет. То есть в течение кредитных каникул никакой залог не может быть реализован. Будь то квартира или будь то машина. А на кредитной истории заемщика как отражаются кредитные каникулы? Здесь тоже все в порядке. Конечно, кредитные каникулы, которыми гражданин воспользовался в 2022 году, они будут отражены в кредитной истории, но это никак не повлияет или не ухудшит кредитную историю. А что делать, если банк, например, отказал в предоставлении кредитных каникул? Ну, такое тоже может быть. Может быть. Да, я предлагаю и даже настаиваю, чтобы гражданин не опускал руки, а коммуницировал с банком обязательно, потому что у банка есть свои собственные программы реструктуризации. Вот только единственное, что необходимо внимательно смотреть, потому что условия действительно сильно различаются от законной реструктуризации. И поэтому, прежде чем подписать договор, необходимо очень внимательно изучить, сколько вам придется платить, да, то есть не подписываться абы как. Вот, и продолжать обязательно разговор, потому что банки и Банк России настоятельно рекомендовал кредитным организациям подходить более открыто к заемщикам и учитывать их сложные жизненные ситуации и как-то вот находить общий язык. Вот, Андрей, если, да. если, например, человек взял каникулы на полгода, а смог начать выплачивать уже чуть пораньше. Ну, это даже лучше, конечно, да, то есть там, если вы понимаете, что уже можете вернуться в прежнее русло, да, и к прежним объемам погашения, то, как я уже говорил, достаточно уведомить банк и выйти из кредитных каникул. А можно, по большому счету, продолжать платить, и когда сумма того, что вы заплатили, достигнет, как говорится, размера, который вам был предоставлен на кредитные каникулы, то вы автоматически просто выйдете из них, и здесь никаких лишних движений делать не надо. Андрей Анатольевич, благодарим вас за такую актуальную на сегодняшний день информацию. Спасибо, что пришли, проснулись этим утром. Да. Спасибо, что разбудили. Спасибо вам большое. Ждем вас снова всегда Спасибо. в нашей студии. Отличного дня, плодотворной работы. Спасибо. Ну а в Москве состоялось открытие самого ожидаемого события мира стрит-арта на выставке по мотивам творчества Бэнкси. В павильоне ВДНХ представлены копии работ художника стрит-арта, выполненные в стиле сатирического уличного искусства. Затрагивают острые темы: бездумное потребление, социальное неравенство, эпоха контроля, защита окружающей среды, будущее для детей. Бэнкси — это человек-загадка, художник стрит-арта, чья личность до сих пор остается неизвестной. Человек, который создал уникальные, значимые произведения в эпическом сюжете. Его богатыри, Асоха и шахматы, все они навеяны особенным сюжетом. И в этом есть глубокий и правильный смысл, потому что начинал он, Терентий Амосов, не как профессиональный косторез, он был самородком, впитавшим родные якутские традиции, и в итоге стал признанным большим мастером своего дела. Все это о нем. Выставка его работ открыта в Национальном художественном музее, о которой расскажет наш музейный гид. В этом году мы отмечаем 110 лет со дня рождения мастера-виртуоза резьбы по кости, лауреата Государственной премии имени Репина,
народного мастера ЯССР и РСФСР, настоящего сына своей родной земли, народа Саха, Терентия Васильевича Амосова. И Национальный художественный музей приурочил к этому событию монографическую ретроспективную выставку «Виртуоз резьбы Терентий Амосов». Его творческий период охватывает середины 40-х годов вплоть до конца 80-х годов. Терентий Васильевич Амосов, как и старые мастера, создавал такие утилитарные предметы. Это гребни, курительные трубки, кулоны, рамки, ножи для разрезания бумаги. И все эти предметы утилитарные, они создавались таким затейливым узором. И мастер очень умело показывал красоту материала. Вообще он умел на небольшом блоке кости показать и развернуть такую сюжетную большую композицию, будь то хоровод или там осохая, да, большую какую-то композицию. Вообще он был очень даровитым мастером, плодовитым, очень много работал, достиг совершенства плоскорельефной, объемной и тончайшей сквозной резьбе. Уникальна по своему облику шкатулка «Север», где автор мыслит образами. В поверхность крышки удачно вписана динамичная сценка с оленей упряжкой, мчащейся по просторам тундры над северным сиянием. Много произведений мастера посвящены известным историческим личностям. Здесь представлены такие портретные образы Ленина, Чапаева, Толстого, Ярославского, Орджоникидзе, Чернышевского, Фиделю Кастро. Разнообразные мотивы орнаментов, повинуясь резцу, создавали высокий стиль, сродни так называемому приему плетения слов, характерного для жанра аланхоу, алгыса, старинных якутских песен. В вариациях декоративных шкатулок, шахмат, кубков, чарунов увлекает свобода фантазии и непосредственность образных интерпретаций. Пленяет искусной резьбой пластина осохой и любовь в тундре. С именем Терентия Амосова связано возрождение и развитие традиций орнаментально-сюжетных композиций, обновление новых форм и тем, что определяет весомый вклад в развитие якутского изобразительного искусства. Всех ждем на выставке «Виртуоз резьбы Терентий Амосов». Совсем недавно наша коллега Дарья Анкехова посетила Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва по лыжному спорту в городе Алдан. Главной задачей было встать на лыжи с помощью профессионалов. Что из этого вышло? Давайте посмотрим в следующем сюжете. Итак, дорогие друзья, самое время попробовать, все-таки попробовать встать на лыжи. Действительно, опыт катания на доске у меня уже был, но с лыжами я вообще даже вот так не дружу, так сказать. Но сегодня именно для этого я решила посетить эту школу, и есть опытный человек, который согласился мне в этом помочь. Это Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, здравствуйте. Дарья, здравствуйте. Ну что, друзья, мы работаем, да, в прямом эфире, все случается, обязательно, думаю, вы увидите этот сюжет. Причем этот сюжет также выйдет на следующей неделе в полном объеме. Да, целая передача да, выйдет. Испытано на себе, то есть мы можем увидеть, во-первых, познакомимся с замечательной горнолыжной базой в городе Алдан, ну а во-вторых, конечно, посмотрим на работу инструктора. Приближается сезон строительства, и владельцы земельных участков задумываются о строительстве своего дома. Но, как известно, не каждый земельный участок предназначен для строительства. Чтобы понять, можно строиться или нет, надо в первую очередь узнать вид разрешенного пользования земельного участка. Об этом и других правилах нам сегодня расскажет главный специалист клиентской службы города Якутска Центра «Мои документы» Андрей Тарасов. Андрей, доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро. Расскажите, какой вид разрешенного использования должен быть у земельного участка для строительства жилого дома? Действительно, сейчас приближается время, когда все владельцы земельных участков задумываются о строительстве жилого дома. Чтобы построить жилой дом на земельном участке, у вас должен быть соответствующий вид разрешенного использования, а непосредственно должен быть вид для индивидуального жилищного строительства. Но, как мы привыкли говорить, это должна быть у вас земля ИЖС, чтобы построить жилой дом. А также непосредственно землю поменять на вид разрешенного использования ИЖС можно только если у вас земельный участок находится в жилой зоне. Каждая земля подразделяется на территориальные зоны. Территориальные зоны бывают у нас разные. Это может быть земли сельскохозяйственного назначения, производственные зоны, жилые зоны. И каждая зона отвечает за целевое использование земельного участка. Если вы, допустим, видите, что ваш сосед построил дом, подключил свет, газ, отопление, это не гарантирует, что и ваш земельный участок можно перевести на ИЖС, потому что ваша земля может находиться на другой территориальной зоне. Либо же для регистрации дома могут возникнуть какие-то ограничения на участке в виде красных линий. То есть не любой участок можно перевести в ИЖС, да? А это все ограничения, да, которые вы вот сейчас перечислили? Или есть еще? Ограничений бывает очень большое множество. Именно, во-первых, в первую очередь, конечно, это зависит от территориальной зоны, зависит, возможно ли вообще переведение земельного участка на ИЖС. Об этом и все можно будет узнать, обратившись в центр «Мои документы». А зависит ли площадь земельного участка? Да, также зависит площадь земельного участка, потому что определенные территориальные зоны устанавливаются предельно допустимые параметры участка. Это максимально допустимая площадь и минимально допустимая площадь. То есть маленький клочок земли нельзя признать жилым, так же, как и большой участок, если он превышает предельно допустимый размер площади. Ну вот, например, участок для ведения садоводства, да, могу ли я на нем построить жилой дом? Вид разрешенного использования ведения садоводства сам по себе подразумевает садово-огороднический участок. То есть на этом участке земельный построенный дом будет признан нежилым. Это будет дачное строение. Сейчас все дачные строения называются садовым домом. То есть то, что вы построите, будет зарегистрирован как садовый дом. Даже если это будет такой капитальное строительство, да. Но, несмотря на это, есть возможность признания садового дома жилым. Есть соответствующая услуга, по которой можно подать заявку на признание садового дома жилым, если дом будет признан капитальным строительством и имеется благоустройство в вашем доме. Это проходит через межведомственную комиссию. Тогда в этом случае могут перевести как можно в ИЖС, да? признать, именно, нет, земля также останется садово-огородническая, но именно сам дом будет признан жилым. То есть можно будет там прописаться в последующем. Ну это как лотерея, да, на самом деле? Ну, конечно, там уже как решит сама комиссия межведомственная. А где можно построить садовый дом, ту же дачу? Садовый дом сейчас можно зарегистрировать на землях с видом разрешенного использования только ведения садоводства. Раньше мы привыкли, что у нас земельные участки бывают либо огороднические, садовые. Сейчас же все земельные участки подведены под один вид – это ведение садоводства. И если вы хотите построить садовый дом, необходимо сначала установить вид разрешенного использования на ведение садоводства. Но вот с 1 марта 2022 года вступили в силу изменения, согласно которым допускается регистрация прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для осуществления крестьянско-фермерского хозяйства, да, в своей деятельности. Расскажите нашим зрителям об этом нововведении. Да, действительно, с 1 марта этого года вступили в силу изменения, согласно которым до 1 марта 2026 года можно зарегистрировать жилой или садовый дом на участках сельскохозяйственного назначения. Но единственная возможность регистрации – это только если заявителем является крестьянско-фермерское хозяйство, сокращенно КФХ. КФХ может быть зарегистрирован как одним гражданином, так и обществом граждан. То есть на землях сельхозназначения, это сельхозугодие,
где производится соответствующая деятельность, можно уже зарегистрировать жилой либо садовый дом. Такая вот возможность. Андрей, ну и в итоге нашей беседы, да, скажите, где можно получить данную услугу и в какие сроки, да, главное? Да, вот хотел бы подытожить. Получается у нас, чтобы зарегистрировать жилой дом, у вас, во-первых, должна быть жилая зона. Вид разрешенного использования должен быть под ИЖС, то есть именно для ведения индивидуального жилищного строительства. Также есть второй вариант — перевести садовый дом, признать жилым, если у вас вид разрешенного использования под ведение садоводства. Либо, в-третьих, можно построить жилой дом, либо садовый дом, если у вас зарегистрирован КФХ на землях сельскохозяйственного назначения. Вот. Все услуги предоставляются в любых отделениях центра «Мои документы». Собственникам земельных участков необходимо будет при себе иметь паспорта, СНИЛС и документы на сам земельный участок. Достаточно свидетельства, либо выписки из ИГРН. По срокам это займет 15 рабочих дней. Также хотел бы отметить, что есть возможность изменения вида разрешенного использования для арендаторов земельных участков. Но арендатор получает сначала согласование у собственника участка. То есть, если земля находится на территории городского округа город Якутск, будет проходить согласование через окружную администрацию. По срокам это уже занимает побольше, 48 рабочих дней. Но все это возможно. Спасибо, Андрей. Да. Думаю, что проконсультироваться всегда можно в центрах «Мои документы», да, по адресам. Спасибо большое за интересную беседу, за полезную информацию этим утром. Спасибо. Спасибо вам. Друзья, ну что, ну а мы продолжаем. И сейчас самое время узнать самые актуальные новости к этому часу. В этом нам поможет наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Учителей и врачей могут включить в программу «Дальневосточная ипотека» с апреля. Более 37 тысяч молодых дальневосточных семей уже приобрели собственные квартиры или построили дома, получив от банков порядка 150 миллиардов рублей по льготной ставке. Утвержденные ставки сохранятся для всех ранее выданных кредитов по программе. Отмечается, что на сегодняшний день в целом по Дальнему Востоку количество поданных заявок на получение дальневосточной ипотеки составляет порядка 145 тысяч. В городской администрации Нерюнгри на совещании обсудили исполнение полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Итогом стало решение о проведении совместных рейдов с представителями департамента ветеринарии и сотрудников полиции. Присутствие органов правопорядка вызвано в первую очередь тем, что во время проведения отлова бывают случаи агрессивного отношения граждан. Иногда применяют физическую силу в отношении подрядчиков и наносят вред имуществу. Согласно правил содержания животных на территории Республики Саха-Якутия, все владельцы домашних животных в обязательном порядке должны соблюдать правила выгула домашних животных. То есть выводить собаку в сопровождении хозяина с поводком, с ошейником. Все животные должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в ветеринарных учреждениях и иметь прививку против бешенства. Среди отцов и сыновей Мирнинского района выявят лучших. 26 марта в Арылахе на реке Малая Бутуобия пройдет конкурс «Ага-Куреге». В этом году он приурочен к столетию образования СССР и Году матери в республике. Участники расскажут об увлечениях и семейных традициях, а еще посоревнуются в оттиске бревна, заготовке дров, пробивании проруби и других конкурсах. Команда – это папа и сын в возрасте от 14 до 17 лет. От них организаторы ждут заявки до 26 марта. Приветствуется наличие у команды единой спортивной формы. Положение наших соревнований размещено на сайте администрации муниципального образования Мирнинский район amomирный.ру. Обязательно наличие у участников сертификата о вакцинации или отрицательного теста ПЦР. К этому часу это все новости. Удачного дня!
Ну и к другим новостям. Бесконтактный способ оплаты проезда FacePay заработал на всех станциях Московского центрального кольца. Система по распознаванию лица является полностью российской разработкой. Технология принадлежит правительству Москвы. Как отметил глава столичного департамента транспорта Максим Лексутов, на данный момент FacePay пользуется почти 80 тысяч пассажиров, которые передали свою фотографию, данные банковской карты и карты «Тройка» банку ВТБ. Да, интересно, то есть все уже новые технологии входят полностью в нашу жизнь. Скоро во все помещения организации будем заходить только по FacePay. Но бесплатно. Надеюсь. Ну что, друзья, мы продолжаем, да, и я думаю, что сейчас многие в этот год вообще в Нерюнгринском районе, как и во всей Якутии, объявлен Годом матери. В планах более 100 мероприятий и акций. Какую еще работу ведут, расскажет Ирина Кичигина. К инициативе поддержать женщин в этом году присоединились и промышленные предприятия, и здравоохранение, и социальные службы, и, конечно, учреждения образования и культуры. Только Управлением культуры в рамках Года матери запланировано 135 мероприятий. Из них 124 пройдут в поселениях, остальные в городе. Уже родились и реализуются уникальные проекты, такие как, например, «Нескучные истории с нескучными людьми». Этот проект включает в себя телепередачи с мамами из национальных общин, которые рассказывают о том, какие семейные ценности, материнские ценности и традиции есть в этой семье. Эти передачи уже отсняты, но будут выходить они на протяжении всего года и приурочены к национальным праздникам этих общин. И параллельно на культурных площадках нашего города и в библиотеках, и в домах искусств будут подготовлены национальные выставки для того, чтобы показать традиции, быт и нравы. Также женские общественные организации с удовольствием включаются в реализацию любых мероприятий, направленных на поддержку материнства. Так, Совет женщин Нерюнгринского района и Матери России приняли участие в работе 2-го Дальневосточного форума женщин и 15-го съезда женщин Якутии. Роль женщины как матери в обществе трудно переоценить. Поэтому и муниципальное образование, и поселения делают все, чтобы возвысить статус женщины-мамы и поддержать ее на всех уровнях. Нерюнгринская районная администрация совместно с рядом социальных учреждений на текущий момент прорабатывается меры поддержки нуждающимся в этой помощи семьям. И вообще стоит отметить, что в этом году будет уделено большое внимание, приложены максимальные силы для того, чтобы наши мамы и дети чувствовали себя защищенными и счастливыми. Защита материнства и детства, поддержка тех, кто в этом нуждается, стоят в приоритете как районных властей, так и на уровне республики. Айсен Николаев назвал счастье матерей важнейшей ценностью и нравственной опорой для успешного развития общества. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире «Утро Якутии» на каналах Якутия-24, НВК, Саха. И я думаю, что в этот момент многие из вас сейчас завтракают. Ну, я думаю, самое время узнать рецепт очередного вкусного и необычного завтрака. Бренд-шеф гастробара «Щегол» Анна Черных научит нас готовить японские панкейки. Доброе утро, меня зовут Аня, я бренд-шеф и владелец гастробара «Щегол». Сегодня мы с вами приготовим японские панкейки. Для этого нам понадобятся яйца, разрыхлитель, сахар, мука, масло растительное и молоко. Итак, приступим. Для начала мы должны отделить желтки от белков. После того, как мы отделили белки от желтков, мы соединяем с мукой разрыхлитель, примерно чайную ложку. Хорошенько перемешиваем и добавляем к желткам. И перемешиваем венчиком. Здесь хорошо ничего не перемешается, но пока что так. Затем мы взбиваем белки немножко с лимонным соком и сахаром. Взбиваем в плотную пену. Желательно в планетарном миксере, но можно и в ручном, или если вы супергерой, можете венчиком взбить.
посмотрите, белки взбились в такую пену и говорят, что можно перевернуть это на голову и не должно опрокинуться. Не опрокинулось. То есть мы все сделали правильно. Теперь к желткам и муке мы добавляем молоко. Перемешиваем практически до состояния густых сливок, даже сметаны, наверное. После этого мы уже убираем венчик навсегда, потому что в дальнейшем нужно будет перемешивать только лишь лопаточкой эту смесь. И либо силиконовой лопаткой, либо силиконовой ложкой. Сейчас мы соединяем белки с нашей массой яично-мучной с молоком. И ни в коем случае здесь нельзя пользоваться венчиком или миксером, потому что консистенция может упасть. Мы хорошо вымешиваем тесто. Оно должно получаться воздушное, как облачко. Теперь можно все переместить в более удобную емкость и до однородности размешать здесь. Аккуратно, чтобы пенка не опала. Все, можно жарить. Наливаем немножко масла, только лишь чтобы смазать сковородку. Не нужно, чтобы панкейки плавали. Сковородка немножко нагрелась, теперь можно выкладывать наши панкейки. Они не должны быть сильно большими, как больше напоминают привычные оладушки. Теперь сюда можно добавить немножко воды. Накрыть крышкой и на медленный огонь. Для большей пышности мы можем, когда тесто немножко схватилось, можем еще сверху добавить. Сейчас уже можно перевернуть. Тесто очень нежное, непривычное. Так, ну, панкейки готовы. Теперь сервируем. Давайте украсим взбитыми сливками. И клубникой. Наши панкейки готовы. Приятного аппетита! Что ж, а в недалеком будущем мы, возможно, будем есть не японские панкейки, а с удовольствием различных медуз, насекомых и мясо, выращенное в лаборатории с помощью генной инженерии. По словам ученых, человечеству уже сейчас следует рассчитать преимущества и риски, связанные с пищей завтрашнего дня. Глобальное изменение климата окажет значительное влияние на то, как и чем будут питаться люди в относительно недалеком будущем. Например, потребление морских водорослей за пределами Азии, как ожидается, будет расти. Они имеют высокую питательную ценность и не нуждаются в удобрениях для роста. А вот популярность съедобных насекомых в мире также растет. Помимо этого, все больше людей в мире становятся веганами или вегетарианцами. Эта тенденция привела к разработке растительных альтернатив мясу, и ожидается, что глобальные продажи таких продуктов будут расти. Но участники молодежного фестиваля «Муссустар» смогут проявить себя в 19 треках. 3 из них направлены на развитие культуры и искусства. Так, в рамках трека «Музыка Якутии» проведут вокальный конкурс. Участники должны исполнить патриотические песни, также жюри оценит выступления хомусистов. В прошлом году мероприятие прошло под названием «Весенние ритмы», а в этом году любители варганной музыки соберутся на конкурс «Хамус Вижн». В настоящее время 44 человека изъявили желание участвовать в престижном конкурсе. Также в этом году впервые будет организован трек «Танцевальный квартал». Новое направление «Танцевальный квартал». В прошлом году его не было. Организуется конкурс танцевальных коллективов «Созвездие танца». Очень большая активность, более 150 заявок из очень многих улусов и районов и городов нашей республики. По положению допускаются участники разных, абсолютно любого стиля танцевального жанра. Победителей мы увидим на заключительном концерте, который состоится 26 марта на основной сцене комплекса «Триумф». Там выступят также победители и «Солустар», и «Хамус Вижн», и «Танцевального квартала».
Ну что, дорогие друзья, сейчас, я думаю, подошло самое время узнать ответы на наш интерактив, но перед этим мы покажем сейчас, в чем был смысл нашего интерактива. Посмотрите внимательно на эти 6 картинок и выберите номер с той позой, в которой вы обычно спите. Ну а сейчас мы вам расскажем, какая поза что означает. Так, если вы выбрали позу под номером 1, в позе солдата, руки по швам, это характеризует вас как уравновешенную личность, которая точно знает, чего хочет от жизни, ставит себе цели и безоговорочно их достигает. Вторая поза. Если вы любите засыпать, упершись во что-то, а может кого-то коленками, то это значит, что вы надежный человек. А еще в любой ситуации вы проявляете изрядное спокойствие. Вы душа компании. Если вы спите на животе, раскинув ноги и руки в стороны, вы прирожденный лидер, сильная личность. А вот тем, кто спит под боком, с таким человеком не повезло. Если вы спите на животе в позе цапли, подогнув под себя одну ногу, вы непредсказуемы. Вы жить не можете без приключений. Вам свойственны частые перепады настроения. Вы человек, которому тяжело определиться с выбором. Но в личной жизни, как и в работе, вы предпочитаете спокойствие, размеренность и покой. Если вы спите, свернувшись в позе эмбриона, значит, вы человек, который ищет сочувствия к себе, защиты и понимания. Ну а если вы спите на спине, вы короли своей жизни. Вы человек-позитив и душа компании. Вы привыкли быть в центре внимания. Ваше упорство и рационализм позволяют вам добиться много в работе. Что ж, дорогие телезрители, главное, чтобы у вас был крепкий и здоровый сон. Всегда, каждый день. На этой ноте мы с вами прощаемся и переходим к музыкальной уже ноте. Наша традиционная пятничная рубрика «Музыка». Да, до новых встреч, дорогие друзья. Увидимся с вами на следующей неделе. Желаем вам отличного, бодрого утра и прекрасного дня. Отличных выходных. Увидимся в понедельник. Скажи, ну что ты в самом деле больно, ну не молчи. Пройдет, но ты резал и параном солью прям в кровь. Зачем мне это надо дышать по кругам, а до тебя там нет. И градусы все выше, текила сносит крышу, прости. Далеко летит твоя душа, к тебе летит она, смотри. Далеко летит твоя душа от меня, к тебе летит она, смотри. Привет, доступен где-то, где-то нет, ведь это не ответ.